бывших республик, принято в таком сложнейшем обстановке референдумом. 27 июня исполнилось 25 лет с момента подписания соглашения между правительством Таджикистана и ОТО, объединенной таджикской оппозицией. Хотя соглашения были подписаны двумя сторонами, режим все эти 25 лет представлял их как личную заслугу Рахмона, спекулируя этим событием и устрашая население тем, что война вернется, если оно не будет подчиняться. На сегодняшний день для всех очевидно, что инициатором братоубийственной войны, унесшей несколько десятков тысяч жизней сыновей таджикского народа, была именно Россия, не желавшая терять свои колонии в Центральной Азии. Если не было бы России и Бориса Николаевича Ельцина, если не было бы Узбекистана и Ислама Туганевича, так таково нации в настоящее время таджиков и государства Таджикистана не существовало. Примечательно, что президент Таджикистана, имеющий титул основателя мира и национального единства, продолжал и продолжает истреблять свой народ. Например, недавняя бойня в Хароге, которую Эмомали Рахмон представил как антитеррористическая спецоперация и назвал вынужденной мерой. В ходе нее, по данным независимых источников, было убито 40 человек, а также задержаны и подвергнуты жестоким пыткам около 300 человек. اونا یراق اصلا همه این چیزا رو ماستا رو میترکاندن دروشان کوپرکا رو میترکاندن های من امر دادم که بینه تو امکان یراق به دست را بیزرر گرد یا که به دست گرد